Заслуженные награды на ниве просвещения. В Государственном театрально-концертном зале педагоги республики отметили свой профессиональный праздник. Учиться самим и научить других. В гимназии номер 5 города Урус-Мартан прошли обучающие семинары учителей. Молодым дорога, пожилым почет. В президентском лицее отметили День пожилого человека. В Государственном театрально-концертном зале отметили День учителя. Торжественная часть началась с демонстрации ролика о месте и роли педагога в становлении человека и общества, а также о мерах, принимаемых руководством республики для создания полноценных условий в учебных заведениях. Строятся новые школы, налаживается материально-техническая база. С каждым годом повышается заработная плата педагогов, средний уровень которой перевалил уже за 20 тысяч рублей. Исмаил Байханов обратился к коллегам с поздравлениями. هديك دنيا سين شيء نقطي وروا أسد ما نحكي ساعات وقت ده أشي بوخ شيء بروفيسور شيء نيزايش وقوم ده شيء ده ثلاث كل شيء أو طبعا ترى شو برازيل دوت شو دوت شو ديها ده شو ده استعنا الشرنا تقولوا كياك شو خان ياك شو ده مخ يكان شنو خدانا تهين شو لك 100% ده إبوه إدراش ده وين ياك ده بوك ده ديك بوخ بره لا أخوش لا نبغى ديران نبغى سيدوا لجايش اللي من قدام ورانا بونست دونا تراس بانك بايو دونا خدمة يزور يفتحنا شكولة إيش دونا بوه بيبو ترى دونا كان لو بوه دي شيء شيء ده ترى ما دوش دونا ذكر دونا ده دوشو ده أنا حيخ أخو دونا ده أنا حيخ أخو دونا شايفي دونا حيخ أخو خلاص بيشوي دونا ويمثل دعونا تا ديدوال أو شدار برتنا تا أوش تأخذ خدا دار إلسير دار. Ширвани Гугуев из средней общеобразовательной школы села Корень-Биной Курчелоевского района старейший работник образования республики. Ему 90 с лишним лет. Из них 72 года отдано детям. За это время он получил много грамот, званий и наград. И вот теперь к тому, что есть, прибавилось еще и звание почетного гражданина Чеченской Республики, к которому прилагается и денежное вознаграждение. А также из общественного благотворительного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмад Хаджи Кадырова вручается денежное вознаграждение. Учащиеся Ширвани Гугуева, которые окончили школу в разные годы, теперь учатся и работают практически во всех сферах республики. Как признается опытный педагог, у него не бывает плохих учеников. Формула обучения и воспитания Ширвани Гугуева проста, но эффективна. تاقا سو دماشي بوغ ديك سبينيح يتعاود شئيل يلدو يطاق مسرق سول تعاودش ديغنينس ديس هر ملاديس وربوش كويرتكي كاكش إديا أولقس. У него большой опыт работы, воспитательной работы, большой опыт учебной работы, и он постоянно проводит работу с молодыми учителями по планированию урока, по структуре урока, то как провести работу с детьми. Особо он уделяет внимание взаимодействию учителей с родителями. Вот эта вот связь ученик, учитель и родитель, он строго соблюдает это. И обращает большое внимание молодых учителей на этот вопрос. К званию «Народный учитель» представлена и педагог специальной коррекционной школы-интерната Манаш Пайзулаева, отличник народного просвещения, дважды почетный работник общего образования Российской Федерации,
Манаш Пайзулаева работает в сфере образования республики более 50 лет. Из них более 40 лет она занимается с детьми с проблемами слуха. Грамоты, почетные знаки за трудовое отличие и другие награды из рук главы Чеченской республики получили в честь профессионального праздника десятки учителей школ республики. После официальной части на сцену вышли участники концертной программы, большая часть которых учащиеся школ и студенты СУЗов и вузов республики. Мероприятие увенчалось выступлением хора, состоящего из самих виновников торжества. Песню о нелегкой, но благородной работе учителя зал приветствовал стоя. Гимназия номер 5 города Урус-Мартан прошел обучающий семинар учителей. Такие мероприятия разделены на две части – теоретическую и практическую. Сегодня педагоги проходят теорию, за которой последует и практическая часть в виде открытых уроков. Условно эти семинары можно разделить на две части – на теоретическую часть и практическую. Вот на теоретической части, в частности, наши учителя работали и работают по темам, как построить современный урок по требованиям федерального государственного общеобразовательного стандарта. Конкретно этот месяц был посвящен тому, как построить современный урок. В частности, тема нашей стажировочной площадки – это проектная деятельность в условиях современной школы. И вот именно то, что лучше всего получается у наших учителей в нашей гимназии, этим мы как раз и делимся с нашими коллегами. Лекции на разные темы подготавливают и проводят в порядке очереди сами учителя. Каждый из них старается провести свою часть интересно. Особенно по душе пришлась участникам семинара игровая форма обучения. Я учитель-практик, 38 лет стажа моей практической работы. После того, как закончится вот эта наша подготовка, учителя со всех районов на каждый наш урок имеют право приходить, имеют право смотреть, как мы работаем. А сейчас мы готовимся, учим все виды рефлексий, которые мы знаем, все 4 вида, и приемы рефлексии, которые мы используем на уроках. Все это я постаралась собрать весь этот материал и об этом материале рассказать своим коллегам, которые со мной работают. Тема рефлексии своим нестандартным подходом к построению урока особенно заинтересовала молодых учителей, которые находятся в самом начале профессионального роста. Если проводить рефлексию на уроке, а ее надо проводить на каждом уроке, педагог, который до сих пор не применял, но благодаря семинару начнет применять этот метод на уроке, он, конечно же, сразу увидит, насколько качественно может поменяться результат, качество обучения. Педагог мотивирует рефлексии, тоже мотивирует обучающихся изучать, в частности, его предметы, будь то история, будь то английский язык. Если подытожить то, что я знала до этого семинара и какие знания почерпнула из этого семинара, конечно же, это, во-первых, самоанализ, размышление, самооценка, оценка и вопрос в большей степени, который ученик должен задать себе, что я узнал и что я хотел бы узнать на следующем уроке. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, у нас далеко идущие планы. Как говорил великий Сенека, для человека, который не знает, к какой гавани направляется его корабль, ни один ветер не будет попутным. Так вот, наш коллектив считает, он знает, к какой цели он направляется, и мы уверены, что все ветры для нас будут попутными. Семинар прошел на одном дыхании. Учителя-энтузиасты гимназии номер 5 города Урус-Мартан готовы после того, как сами научатся новым формам обучения, поделиться накопленным опытом и знаниями с коллегами своего района. В президентском лицее прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека. Школьники пригласили в гости своих знакомых пожилых людей. В мероприятии принимали участие учащиеся переходного возраста. Именно в это время у подростков идет переоценка ценностей и закладываются нравственные принципы. Началось мероприятие с песни
значит, как молоды мы были. Потом у нас прозвучала песня «Помолимся за родителей». То есть, вот видите, дети, видно было, что они очень уважают старших, и эта любовь, вот эта, которая у них сидит внутри, она именно пронизана была на протяжении всего мероприятия во всем. В песнях, в роликах и в стихотворениях. В основном это сценарий вместе со мной, предлагая свои идеи, готовили дети разного возраста, потому что я уже подчеркнула, у нас есть совет ученического самоуправления, который почти вот всю работу вместе со мной они проделывают, и я, в принципе, не одна бываю. В ходе мероприятия были продемонстрированы ролики, в которых ярко было показано отрицательное и положительное отношение современной молодежи к пожилым людям. После просмотра ребята провели анализ увиденного. Сегодня в нашей стране отмечается День пожилого человека. Это очень благородный праздник. Это праздник не только бабушек и дедушек, но и вообще всех пожилых людей. Это мероприятие в очередной раз учит нас почитать старших, относиться к ним с уважением. У меня в семье тоже есть бабушка. Я очень ее люблю, уважаю, прислушиваюсь ко всем ее советам. Моя любовь к бабушке переносится ко всем пожилым людям. Наши традиции очень красивые, я стараюсь придерживаться их. В этом мне помогают взрослые люди. Они учат меня жизни. Мы должны сохранить наши традиции и передавать их будущим поколениям. С большим интересом слушали учащиеся и богослова, который рассказал им о заповедях пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в которых он призывает всех мусульман к уважению старших и заботе о младших членах, будь то в семье или в обществе. Мне понравилась тема, которая на сегодняшний день, я считаю, очень злободневной. Мои дети родились, выросли на севере. Вот мне сейчас сын говорит: мам, ты нас поднимала независимо от национальности, в автобусе, в троллейбусе, ты нас поднимала и заставляла, говорит, посадить этого взрослого человека. Почему сейчас этого нет? Вот, на этот вопрос я ему сейчас ответить даже не могу. Взрослый человек, он есть взрослый человек. Молодой должен уступить ему место. И в общественном месте, и на улице пропустить. Наверное, дома родители с ними проводят эту беседу на эту тему. Но я считаю, этого мало. Такие мероприятия нужно проводить во всех школах и институтах. Подрастающие поколения, они как губка, они впитывают все, что они видят. То, что им сейчас вот говорят, вот это они запомнят на всю жизнь. Гости поведали школьникам о том, какой была молодежь в пору их юности. Они пожелали ребятам успехов в учебе и дали наказ уважать старость и не забывать, что когда-нибудь и они станут пожилыми людьми. Учащиеся на прощание спели в честь гостей песню и преподнесли им памятные подарки.